Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Вспомним несколько хадисов о том, что у членов нашей семьи есть определенные права к нам. عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. إلى آخر الحديث رواه البخاري. Имам Аль-Бухари приводит хадис от Абу Джухайфа Вахб ибн Абдилля, пусть Аллах будет доволен им, говорит, что пророк, алейхиссаляту вассалям, переселившись в Медину, побратил между мухаджирами и ансарами. Среди мухаджиров был человек по имени Сальман Аль-Фариси, ваш земляк, откуда-то или Таджикистан, или Узбекистан, или, не знаю, Аллаху алям. Раньше не было таких разделений, общее была Персия. А среди ансаров был один сподвижник по имени Абу Дарда. И вот пророк их побратил, алейхиссалату салям. Почему? Потому что у мухаджиров знаний, конечно, было больше, потому что они 10 с лишним лет провели с пророком, алейхиссалату салям, а ансары только-только приняли ислам, и мало у них знаний. И мухаджиры все, что есть, побросали: дома, семьи, богатство, все, что накопили, а ансары имели возможности. И однажды Сальман Аль-Фариси пришел в гости к Абу Дарда и обратил внимание, что его супруга Умму Дарда вся такая неухоженная, какая-то такая грустная. Факали, он спросил: «Ма ша'нуки, что с тобой, женщина, почему ты такая какая-то?» Она ответила: «Абу Дарда лейса ляху хаджа». Твой брат Абу Дарда, у него нет нужды в мирских делах. И однажды Сальман Аль-Фариси решил как-то этот вопрос решить. И пришел в гости, напросился ночевать у Абу Дарды. Да, говорит, я негде спать, негде, разрешу тебя. И пришел, и Абу Дарда принял его и, как полагается, гостя угощать, приготовил вкусную еду, поставил. Кушай, говорит. Куль, файни сай, я же не буду кушать, я сегодня держу пост. Но Абу Дарда сказал: «Валлах, я тоже не буду кушать, пока ты не будешь кушать». Сальман сказал ему, да. И они сели за стол и покушали. Потом, когда наступила ночь, легли спать, Абу Дарда встал и решил читать намаз, как обычно, он целую ночь читал намаз. Сальман говорит ему: «Нам, спи». Но он послушался, у него знаний больше, опытный, он с пророком много времени провел. Хорошо, лег спать. Через какое-то время опять встал, опять хочет читать намаз. Сальман за всем этим наблюдает. И говорит: «Нам, спи». Когда уже ночь стала подходить к концу, Сальман сказал: «Вставай, сейчас надо молиться». И они вдвоем почитали тахаджуд намаз. И Сальман после намаза ему дает завещание, такой урок, назидание.
«Инна ли раббика алейка хаккан, ва инна ли нафсика алейка хаккан, ва инна ли ахлика алейка хаккан, фа'ати кулля ди хаккин хакках». Воистину у твоего Господа есть права, то есть твои обязанности есть перед Аллахом, ты их выполняй. У тебя самого есть обязанности перед собой, то есть надо отдыхать, кушать, спать и так далее. Тело нельзя, как сказать, злоупотреблять физическими возможностями. И ты право своего тела отдавай. «Вали ахлика алейка хакка». И у семьи твоей тоже есть права. Надо чуть-чуть внимания уделить, куда-то пойти, отдохнуть и так далее, и так далее. Какое-то новое платье купить, деньги дать на что-то дополнительное. «Фа'ати кулля ди хаккин хакка». И ты каждому обладателю права отдавай свои права и исполняй перед всеми ими свои обязанности. Ну, они так вот на этом остановились. Видимо, Абу Дарда недовольный был. Ты, говорит, что-то не то говоришь. Пойдем это пророка обсудим. Фата набия салям, и пришли к пророку, стали это объяснять, рассказывать. Факаля набию салям, и пророк сказал: садака Сальман. Сальман был прав. Сальман был прав. Вот такой интересный хадис, говорящий о том, что надо быть во всем умеренным и не переходить границы и всем отдавать свои права, в том числе членам нашей семьи. Такая проблема существует у хазратов очень много, да. Они чети служат туда-сюда. И, как правило, семье мало внимания уделяют. И, как правило, дети хазратов особо в мечеть не ходят. И, как правило, становятся там кем-то другим, но не хазратом. Почему, спрашивается? Наверное, потому что мало им внимания уделяли. Или видят напряженную жизнь, не хотят напрягаться, что ли, Аллаху аля. Но бывают и исключения, конечно. Бывают исключения. Дай Аллах, чтобы мы были среди тех, кто входит в группу исключения. То есть у кого и дети тоже становятся служителями на пути Аллаха. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعنا على إعطاء كل ذي حق حقهم إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد